Избушка уже совсем рядом. Почти доехали. На каждом 50 метров вот такие гнутые деревья. Приходится все время рубить. Если по насту можно, конечно, и там обойти, объехать. А сейчас, блин, ищешь где пошире место и уже скорость, чтобы не терять. Как набрал скорость, там по ширине едешь. Чуток уже осталось. Почти доехали. Сейчас тут поблизости еще поснимаю до избушки. И вот такой поход на сегодняшний день. Пробиваем дорогу. Сейчас обратно еще возвращаться за прицепом. Фух. Вот где-то, но до земли еще нога не дошла, но вот выше колена. Где-то 60 сантиметров, наверное. И снег рыхлый. Все проваливается. Задница одна. Доехали наконец. Не ожидал. Не думал, что сегодня доедем. Фу. Тропа и ведет в туалет. Кто-то приходил, и там лыжня была. Вот следы. Я с ноября уже здесь не был. После меня вот охотники, видимо, тоже приходили. Все. Сейчас перекурим. Чуток отдохнем. И, чуток отдохнем, и вон труба моя. Блин. Труба все-таки на печку придется, на крышу придется подняться, там подправить трубу. И вот снег. Снег, как и говорил, сантиметров 60. 60, 65, может 70. Но здесь глубже должно быть. Это избушка севернее от села. Намного севернее. Чолом здорово, Кирка. Речь уж не шатчины. Чолом здорово. Опа. Заклинило. Что-то заклинило тоже. Сейчас топором откроем. И вон, смотрите, иней такой. Вон. О. Ничего себе. Встречает избушка меня сегодня. О. Это, наверное, снегом прижало крышу. Крышу прижало и весь сруб тоже прижало. Или может после затопки все нормально будет. Шалом здорово, Карка. Видели, как все чисто. Чисто порядок. И, видимо, тут тоже курили. Запах сигареты вон слышно. Ну, чувствую. Свеча. Свечу я не оставлял. Ничего, в принципе, я не оставлял тут. Кроме матраса, чайника, котелка. Немножко, наверное, затоплю печку.
И съезжу за прицепом. Там у меня термос и все остальное уже немножко. Я хотел там перекусить и еще крошки во рту не было. Быстро можно ослабить так. Ну, ослабеет силу и потеряешь. Главное, доехали. Там уже своя избушка. А то в чужую избушку, когда приезжаешь, не знаешь, что там ждет тебя. А своя, она есть своя. Все, затоплю печку и буду обживаться, съезжу за прицепом. Затопил печку. Как там дым пойдет, нет, интересно. О, блин. Все так и, наверное, забило, что ли, там. Подправил там трубу. Не пошла. Где-то забило там снегом. Я поднимался там и вот, бля. Там этот козырек там, блин, наклонился и снег в трубу попало. Именно для того я сделал, чтобы снег не попадал. Нет, не пошла тяга. Сейчас печкой надо посмотреть, что там. Сейчас дым, наверное, в избушку сейчас выйдет. Ну, ё-моё. Вот смотри. Верхняя труба, блядь, закрыта, оказывается. Но и охотники. Фу. Все равно сейчас-то должно уже пойти. Нет, ни хрена вон. Наружу все выходит. Все так и там забито на труба. Блин. Как же так? Как же так? Нифига. Нифига не потянуло. Надо было палку взять, да что-то там поковыряться, или я не знаю. Пока не растает. Там тепло пойдет и снег растает, вот только потянет. Ё-моё. Ну все наружу выходит. Уф, избушку. Блин. Печка-то топится. Главное, печка топится. О! Ни хрена. Напугал меня. Снег. Снег пошел. Ой. Я хотел показать, все. Пошла тяга. Вон. Деревья ломают только в путь. Вон, смотри, сколько снега. Ветер нужен, чтобы этот снег все вывалилось. И хорошо снег уплотнится, и на лыжах, на буранах легче будет ездить, ходить. Все, печку затопили. Сейчас поедем обратно. Обратно за прицепом. Он с осени я оставлял рябину. Рябину привозил. И птицы не съели, оставили, не клевали. Обычно, если только синицы, вот, многие не знаю, синицы даже не будут, а вот свиристель, если свиристели, то увидят, то они точно сейчас едят. А клесты, им главное шишки. И вот
я на несколько дней только вот приехал. Хотел бы показать тоже, что они любят. Если вот заварку, из чайника заварку, вот снег уплотнить и заварку туда выливать. Еще соль можно туда. И они быстро привыкнут. Ну вот, привыкнут, и вот следы. Вот их не следы. Они здесь тусуются, любят. Вот. Если увидят, вот где вот соль есть, заварка, соль, все, о, как. Ага, вот сколько дыма. Ну, немножко там забило, наверное. Так, фу, как же долго не выдержишь тут. Сейчас это открою и пускай выйдет там. Все, перчаткой. Блин, как же тяжело тут дышать-то. Все, пока все я так оставлю, пускай топится. Сейчас съездим за прицепом. Я оставлял. Невозможно было ехать с ним. Сейчас где-то развернусь и уже с прицепом будем ехать. За избушку все. В общем, там оказался пенек. С этого их забуксовали тут. Вон пенек. Обратно уже по бураннице ехать. Все потом. Все, снимать уже сегодня на буранить не буду. Уже поздний вечер. Я уже отдыхаю, пью чай. После того, как приехал, еще встал на лыжи и сделал небольшой кружок. Не знаю, сколько километров. Сейчас на навигаторе посмотрю. Уже ужинал, готовлюсь отдыхать. Сейчас скоро уже буду ложиться и спать. Сейчас посмотреть. Примерно скажу, сколько километров я прошел. Избушка нагрелась. Я сижу запотевший уже. Избушка даже не знаю сколько градусов тут. Очень тепло. Навигатор включается. Нормально еще я погулял. Покажу. Вот такой трек. Вот.
Надеюсь, видно. И еще вот, как бы, вот моя избушка, вот моя избушка. И до начала трека где-то 1,5 километра я по буранице еще пешком шел. Вот вышел из избушки, я навигатор не включал. Пошел 1,5 километра, я уже дальше включил. После того, как я включил, вот 6200 показывает. 6200 и плюс еще 1,5 километра. 7700. Ничего себе, я прошагал еще. Ну, вышел сколько там. По времени я не знаю, я мобильник вообще не беру с собой. У меня висит на гвозди. Я ориентируюсь, как я начну уставать. Все, надо возвращаться. И уже... Но без фонарика я еще до избушки дошел. Фонарик не включал. Видел одного рябчика. Следов у зайца вообще нету. Вообще ни одного. Еще один след у куницы видел. И еще видел какой-то непонятный след также. Но уже чуть-чуть снегом он... После снегопада и след уже неотчетливо видно. Я не понял. Или может быть зайцы несколько штук так тропили, прошли. Или же какой-то тоже зверь, может, блин, эти же волки. Не могу сказать. Я волчьи следы не могу вот определить сейчас пока. Вот, песок 2 литра. И обычно я банку еще беру. Банку засыпал и из банки набираю. А банки нету с собой сейчас. Вот, 7700. И вот круг я сделал. Здесь по буранице пошел. Навигатор включил. Потом где-то от бураницы, наверное, километр, может километр 200 до речки. Потом речку перешел. И от речки еще 1,5 километра на север пошел. Там остановился и напрямик уже пришел по навигатору к избушке. Один рябчик и все, ничего нету пока. Я на глухаря уже лицензию закрыл, 2 глухаря оплачивал, я осенью подстрелил. Если попадутся, я стрелять не буду, не хочу. А вот еще лицензию я не закрыл. 2 косача еще оплатил, но пока не удается подстрелить их. И когда обратно уже через речку я переходил, там лунка была прямо на речке, там на снегу. Или косач там, или рябчик, но как будто лунка больше. У рябчика лунка меньше. Я думаю, даже косач там был. Вот. Потом пришел в избушку. Повторно затопил печку. Но уже чувствуется, что изба, чуть-чуть уже теплая была. Перед уходом я добавлял уже березу. Сварил суп. Чай сварил по 2-му разу тоже. Я брал вот сейчас в поход 7 километров, на 7 километров вот этот термос 0,5 литров, наверное. На дне, наверное, вода оставалась, и я как бы залпом не пил. Чуть-чуть. Но этот термос зимой маленький. Если, не если, а завтра вот тоже выйду в лес, в тайгу, и буду уже брать литровый термос. И литровый термос
должно хватить. Ну, тоже еле-еле будет хватить, я это уверен, потому что пить очень-очень хочется. Очень хочется. Но вот ориентировать на вот, силы хватает по такому снегу, если ходить, километров 20 можно пройти одному. Проваливается, на лыжах идешь, проваливаешься где-то сантиметров 15. На буране проваливаешься до земли. Буран тяжелый и буксует, едет, а на лыжах сантиметров 15. Но чуть-чуть, я вам скажу, трудно, но можно ходить. И километров 17 запросто. Потом уже начнешь уставать. Я чувствую, когда устаю, и уже наполовину, когда я устал, все, я останавливаюсь и возвращаюсь уже обратно. Вот. Завтра тоже целый день с ружьем. Февраль месяц, сейчас последний месяц охоты. Хочется побольше ходить, конечно, уже последний месяц. Всю зиму уже не ходил. Я вот в начале, когда я приехал сюда, сказал, что с ноября здесь не был. Я в конце октября отсюда уезжал и хотел в ноябре подняться пешком. Но так у меня не получилось. И вот сейчас такой-то момент, вот сейчас у меня вот 3 дня в запасе, и вот эти 3 дня я в лесу. А после этого не знаю, когда потом приеду. Ничего заранее сказать не могу. Три литра на кастрюля супа. И съел больше половины. Так хотелось кушать. Потому что я сегодня мучился, ехал, вообще не евший был. И здесь вот перекусил, колбасы там, туда-сюда, чай попил. Но не хотелось есть, просто пить хотелось. А сейчас вот уже вечером я плотно поел. Сварил суп, обычный суп, классический. Уже много раз видели, кто смотрит мой канал, мои видео. Обычно я варю суп картошка, суп пачковый суп и добавляю тушенку. Завтра не знаю, что буду готовить. Завтра с утра, может, буду есть или доедать. Ну, с утра у меня аппетита нету. Некоторые с утра вот плотно кушают, а нет, колбас там осталось, еще чай попить с колбасом. Где-то 4 часа, если проснусь, надо печку затопить. И вот первую ночь я всегда первую ночь я у печки задвижку не закрываю. Немножко буду подкидывать. Дрова пусть топится, как железная печка. Потому что у меня избушка, она в глинистом местности. И вот видно сейчас опять, вот даже видно, как сруб приподнялась. Крыша, наоборот, давит, а сруб вот у меня по нарам, я вижу, что сруб и печка неровная. Печка тоже вот немножко, из-за того, что глина замерзла, набухла. И вот печка тоже вот поднимается. Первый раз, когда я печку здесь строил, я печку ставил на полу. На полу печку поставил. Все нормально, это было летом. А уже зимой, наверное, или как-то, не помню уже какое время года было, ко мне пришел охотник тоже, но в основном он рыбак.
рыбак, он сюда заезжает, тоже ночует. И говорит, Олег, говорит, у тебя печка, там что-то непонятно что. Ну, труба, на трубе щель. Я когда поднялся в избушку, точно увидел от потолка где-то сантиметров 20, наверное, и сантиметров 2,5 и 3 сантиметра у меня щель. Потому что и щель получилась, у меня труба плотно к потолку была. Зимой. Здесь я, и, как говорил, ледник, получается, печку приподнял, пол с полом приподнял. И к весне, наверное, да, к весне. Обратно, да, я летом приезжал, летом, на следующий год. Он зимой мне говорил, а на следующий год я летом приезжал. Весной, правда, весной. Еще вода спадает, я первый раз, когда я сюда езжу, начинаю сезон. И вот после зимы, как бы уже все начинает таять, пол садится на свое место, а у меня труба к потолку прижата, и печка, короче, в общем, печка на свое место села, и 3 сантиметра, 2 сантиметра вот щель получилась. После этого я разбирал печку всю, печку разбирал. И поставил по-новому уже земли. Земли поставил. И возле трубы там побольше потолок, пошире сделал. Чтобы, если уж будет гулять, так пусть гуляет. Стекловатой там, чтобы земля не высыпалась. Набил, все. Проблема, конечно, проблема. И вот из-за этого вот здесь жарко, а на полу как холодильник. Хотя у меня кирпичная печка, все равно. Одноклассники тоже, 2 друга, всегда вместе ходят, охотятся. Они тоже частенько говорят, холодно, говорят, у тебя. Вот если избушка вот на месте, где вот ягель, там где сосны, ягель, там вот теплые избушки получаются. А здесь просто вот осенью там место такое вот весной вот приедешь и кругом вот вода, ну, не может просочиться там, не пропитается моментально там из-за того, что кругом глина. Вот такие делишки у нас сегодня. Ну, устал, конечно, непривычно вот физически так. Не знаю, сколько буран весит, там 300 килограмм или не помню уже по документу сколько. Блять, застрянет начнешь, ну, надо взять и чуть-чуть передвинуть. Одному невозможно. Силы не хватает. Сейчас буду отдыхать. Вся ночь впереди. Еще хотел сказать. К вечеру выходило солнце. И солнце уже дает тепло. И на деревья попадают лучи, и там уже начинает таять. И с вершинки там снег вот свалится, ну, и из-за всего дерева там весь снег выпадает, и такой грохот, шум в лесу, там у одной стороны, с другой стороне. И если вот
такие дни, вот как бы потепление, если будет, и ветер поднимется, там все, весь снег с деревьев свалится, в общем, ну, рассыпет, как там, блин, кому нас кищи оставится. И будет снег уплотниться, и, ну и сейчас уже, вот, идешь там, и видно, где вот уже с деревьев снег выпало, там по этому месту идешь и не проваливаешься ни хрена, нормально, легко идти. Но все равно хоть легко, если больше 20 километров, я думаю, человек все равно устанет. Вот я 20 километров на лыжах пройду и начинаю уставать. Если осталось, скажем, избушки еще 10 километров, конечно, я еще пройду 10. Это нормально так. Куда? Под елкой, что ли, спать? Нет уж. Приходилось возле костра спать. Мне не понравилось. И хоть какой шалаш там сделают, это не помогает. Избушка лучше всего. Палатка это тоже ерунда. Там в палатках ночуют, там железную печку, что-то доказываю, что там тепло. Нифига не тепло там. Но понимаю, там с печки там жар еще с одной стороны, а сзади у тебя спина там, палатка там 0,5 миллиметров толщина материал. Будет тебе жар давать, ну. Сегодня вот видеокамеру я не брал, ну, когда сейчас в поход ходил, не брал. Ну, я так и знал, что снимать так особо ничего и не будет. А завтра уже возьму, если не забуду, конечно. Завтра возьму, фотографировать, может, кое-что буду. Но завтра ветер обещали, может, там, блядь, если снег будет тоже с деревьев, пурга. Не стараюсь тоже, вот, чтобы снег попадал на видеокамеру. 7 градусов, 7 градусов. Я, когда с похода пришел, было 4, минус 4. Сейчас чуть-чуть похолодало опять. И сейчас на улицу выходил, там одни звезды, там, но без луны нету. Луны нету. И звезды там ни одного облачка даже нету. На пару дней там пурга, там РП5 показывал пурга, потом опять штиль, погода. Ну, кругом тепло, нормально. Позапрошлом году, наверное, тоже на Буране уже вообще в другую сторону поднялся, уже тоже закрытие было. Как-то последние дни оставались охоты. Думаю, дай съезжу. И в незнакомые места поехал, в общем. Там на просеке три избушки. И бураница была. Я две избушки я как бы узнал. По буранице шел там и нашел эти избушки. Потом третья избушка еще повыше. И, короче, вторая избушка почему-то, ну, не понравилась. Как казарма большая, там охотники штатные тоже охотились, там 3, наверное. Нет, 4, отец и 3 сына там охотились. У них 3 избушки было. И я по слухам, ну, как бы по рассказам, им показали, вот, где эта избушка третья, примерно. Да, и думаю, поеду. Со второй избушкой я начал уезжать. И наш один охотник тоже, снивший, ну, он хотел ко мне тоже, ну, говорит, может, ту сторону поднимусь. И смотрю, мы встретились на Буране, он тоже едет.
Я говорю, здесь не хочу оставаться. Может, давай туда съездим, на третью избушку. Давай, говорит. У него сани мы оставили, а его вещи перегрузили на мои сани и в путь. Если бы он не приехал, до избушки я бы не доехал. Потому что по просеке ехал, а там уже зэковская вырубка оказались. И надо эти вырубки было по другой, по другой, по другому просеку объехать. Там, короче, на запад ехали, потом надо на юг по просеке поехать, и там узкоколейка. По узкоколейке подняться до средней просеки и уже по средней просеке к избушке поехать. Там еще не стыковка, средние просеки, вообще там головоломка. Но мы начали ехать, там, блин, сперва вырубку, на вырубку вышли. Кошмар, вырубка тоже. И он впереди меня встал, и он поехал. Поехал, а я сгруженный за ним. Вот вдвоем, вот легче. Я говорю, 2 бурана это сила. И поехали мы. Поехали, потом на узкоколейку выехали. И у него каток перевернулся, что-то остановился. Дай, говорю, я выйду. А там еще все обвисает, деревья рубили там. И я вперед вышел и так и до избушки. Но я его по узкоколейке проехал до средней просеки. Потом я его подождал и как бы он показал мне, где куда ехать. И, ну, нашли, доехали до избушки. Ночевали там, но оказалось, третья избушка маленькая. Вот рослый человек, 1,90 м, и нары у них между печкой и стеной, там только так можно ложиться, и невозможно. Если я туда лягу, у меня нога на печке будет. И сбоку там еще, возле стола, там еще, ну, как бы, как полка, как сиденье, лабич ли мы там, лабич, да, по-нашему лабич, там, ну, из доски сиденья. Я там и ночевал. А к чему я это говорю? Я ведь начинал, что в феврале закрывали, и такой погода, да, вот теплая погода, говорю, сейчас еще обещают. И тогда вот на следующее утро такой дождь начался, февраль, середина февраля, наверное, уже, ну, вторая половина где-то февраля была. Дождь такой, думаю. Если один был, может, я бы в лес даже не вышел. Нет, говорит, если приехали, давай сходим куда-нибудь. Вот мы мучались тоже. Лыжи охотничьи у нас с камусом. Новые. И прилипало снег, что снизу, вот столько, что сверху. Но невозможно идти там, шаг сделаешь, второй, и опять прилипает. Опять там вытряхиваешь, все сверху, и такие комки тоже, сырой снег с деревьев падает. И у него оказались еще сало в рюкзаке. И вот салом, если кто не знал, вот охотничьи лыжи надо мазать салом. Некоторые соляркой мажут, а сало тоже вещь стопроцентная, проверенная. Обычное сало берете и лыжи мажете, и вот не прилипает снег. В общем, мы мучались. Ну, всю охоту, конечно, я рассказывать не буду. А я в эту избушку еще давно, уже очень давно было дело. Поднимался где-то с первой, от первой избушки моей, где я вот обычно рыбачу, показывал тоже. Сегодня, куда я ездил, от этой избушки до
третьего избушки, который, о чем я говорил, там 20 километров надо пешком. Тоже вот, это давно это было. И рассказали, вот где находится эта избушка осенью. Я пошел в эту избушку. Пошел, дошел до этой просеки, искал. А оказывается, вот просека, и вот здесь тоже запад-восток просека и север-юг. От запад-востока надо было подниматься, я не знаю сколько, 100 метров, наверное, я поднимался и искал избушку в стороне от просеки. Еле-еле можно увидеть. Оказалось, вот сейчас мы позапрошлом году, когда ездили, вот показал напарник тоже. И оказалось, там, блядь, полкилометра еще надо подниматься на север, а там уже избушка. И я тогда искал, не нашел избушку. Я думаю, здесь ночевать под елкой не буду. Я с собакой тоже был. Что-то одного косача вроде подбили, ну, подстрелил. А рябчиков с собакой невозможно стрелять. Я обратно вот по другой просеке я спустился еще 20, ну, 40 с лишним километров. А обратно уже не в свою избушку, а в Суидор пошел. О чем я говорил. Ну, какое-то видео тоже показывал Суидор. Но в этом году, да, в этом году, если все нормально будет, я всю деревню покажу, там Суидорскую. И я дошел до Суидора вообще. И у одного охотника там в избушку зашел. И слава богу, что дрова там были, запас дров. Вечер уже было, тоже темнело. Я затопил, лег, уже уставший. Так, ногу приподниму, и от потолка вот жар вот потихоньку, как начнет нагреваться избушка, от потолка там все ниже уже, и лежу, и почти до меня дошло. Все, можно, говорю, можно, я думаю, уже засыпать там смело. Сейчас уже не замерзнешь, ничего. И на утро проснулся и не могу встать там. Все, ни одного такого места нету, где вот не болело мышцы. 40 с лишним километров, непривычно тоже вот идти. Да. Но я лучше пойду, чем, блядь, ночевать там под елкой. Если уже из-за силы уже все если уже нету вообще сил, там некуда деваться, можно еще под елкой. Вот такой вечер у меня. Сейчас уже буду ложиться. Немножко ружье еще почищу. Там еще сырое было. Снег там растаял. Все, до завтра. Сегодня уже снимать больше ничего не буду. Буду спать, ложиться, отдыхать.